Главные новости декабря 2025 года. С 20 января 2026 года россиянам будет невозможно въехать в Абхазию с детьми до 14 лет по свидетельству о рождении. Теперь потребуется загранпаспорт, так что учитывайте эти нюансы при поездке в Абхазию. Перерыв в выдаче российских прав. ГАИ берет выходные. ГАИ Абхазии с 20 декабря по 20 января 2026 года приостанавливает выдачу документов российского водительского удостоверения. Жителям рекомендуется успеть получить права заранее, чтобы не остаться без документов на новогодние праздники. Топливный дефицит в Абхазии. В республике вновь зафиксирован кризис на топливном рынке, которого я почему-то не заметил. Пару дней прошло, кризис миновал. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Надеюсь, никого не обидел. Просто я действительно не заметил дефицита. Были какие-то огромные очереди на заправках, но буквально через 2 дня их не стало. Зимний туризм в Абхазии. Российские туроператоры фиксируют рост бронирования на Новый год 2025-26. Туристы выбирают спокойный отдых без очередей. Низкие цены, мягкий климат и доступность автопутешествий делают республику привлекательной альтернативой традиционным курортам. Прекрасный выбор, кстати. Зимой здесь действительно классно и тепло. В селе Ачандара Гудаутского района введена в эксплуатацию новая воздушная линия. Это снижает перегрузку сетей и повышает надежность электроснабжения жителей и туристических объектов в предгорной зоне. Абхазия и Крым усиливают связи. Состоялось заседание совместной межправительственной комиссии Абхазии и Республики Крым. Стороны договорились расширять экономические, культурные и гуманитарные проекты, включая совместные выставки. Яндекс заговорил по-абхазски. Сервисы Яндекс получили полноценную поддержку абхазского языка. Инициативу реализовал студент ВШЭ Мирон Парателли во время стажировки в компании, за что огромное спасибо. Теперь пользователи могут вводить запросы и получать ответы на родном языке. Молодежный парламент объявляет набор. В Абхазии открыт прием заявок в обновленный молодежный парламент. Граждане от 18 до 30 лет могут подать документы до 15 января 2026 года и влиять на молодежную политику региона через законодательные инициативы и проекты. Друзья, а вы расскажите, пожалуйста, вот у меня, например, пока нет предновогоднего настроения. А как проходит подготовка к Новому году у вас? И есть ли у вас настроение? Пишите в комментариях. До новых встреч!